Меня зовут Ирина. Мы встречались в разных видео, посвященных самым младшим нашим ученикам школ перехода. А сегодня мы хотим поговорить о тех, кто уже начал учиться и, возможно, у кого появились первые трудности, 4, 5 и так далее классы. Для того, чтобы узнать, как лучше всего делать домашнее задание, мы пригласили эксперта. Здравствуйте. Меня зовут Кристина Лэн, я учитель Tallinna Poegümnaasium и работаю с детками в основной школе. И как раз 5 класс в этом сентябре начал со мной работать на эстонском языке. Хорошее начало. Но давайте поговорим об этом точнее. Вы знаете, делать уроки – это самое сложное, что бывает в нашей жизни. Наверное, не сложнее дело, потому что кто любит делать уроки дома? Хорошо, если бы не задавали домашних заданий или задавали бы их меньше. Ох, с чего бы начать? Как вы думаете, что первое? Мне кажется, что можно начать с того, о чем мы должны договориться. Кто отвечает за то, что ребенок делает или не делает домашние уроки? Да, мы очень хотим, чтобы ребенок нес ответственность, был такой ответственный. Вы знаете, до 18 лет здесь еще не все готово в нашем организме для того, чтобы нести такую большую ответственность. Поэтому давайте, если мы отвечаем за питание ребенка, за здоровье ребенка, нам надо согласиться, что мы отвечаем и за всю школьную деятельность, и за учебу своего ребенка, за его развитие. Ведь мы даем ему эту возможность. И теперь давайте говорить об уроках, которые надо обязательно планировать. Я знаю, что мои ученики не любят слово «планировать», но планирование времени – это то, как справляется взрослый человек со своими делами. И этому надо научить детей. Иначе получится в последнюю ночь большая зубрежка. А что вы имеете в виду планировать? Прямо вот взять календарь и все расписать? Лучше взять e-Kooli или Studium и распечатать весь план заданий домашних. Там есть, кстати, и контрольные, которые выставлены вперед. И так вы сможете со всей семьей сесть и обсудить, какие мероприятия у вас задуманы с семьей, кто куда на тренировки ходит, и когда следующая контрольная, которую надо не забыть. Было бы хорошо, если бы вы не увезли ребенка в отпуск перед важной контрольной, а специально запланировали ему время для учебы. Поэтому надо делать общие планы всей семьи, чтобы учеба была, все-таки на первом месте. Давайте закончим хотя бы основную школу так, чтобы мы поддержали ребенка и сделали как можно комфортнее такую большую работу, как учеба для него. Что еще является необходимым для того, чтобы ребенок спокойно дома мог заниматься школьными делами? Вы знаете, я буду сейчас тоже непопулярна, но это среда. И это тихая среда, это среда, где ребенок может сосредоточиться. Он не может это сделать, если он находится в детской вместе с другими детьми, которые бегают, играют здесь. Он не сможет это сделать, если играет телевизор, радио, в наушниках какая-то музыка, песня со словами. Если музыка спокойная, джаз, классическая, которая ему нравится, может быть, но вообще-то мозг нуждается в тишине. Мозг нуждается в такой поддержке, чтобы обратить внимание на исследуемое или изучаемое. Так что давайте сделаем ребенку максимально комфортную среду, что не значит, что он должен у вас сидеть за столом, как в школе. Быть может, ему легче выучить стихотворение, когда он двигается, может быть, даже на улице, когда он отбивает ритм, когда он использует какие-то принадлежности, а может быть, прорисовывает, может быть, делает какие-то заметки. Научите ребенка делать визуализацию текстов, заданий, прорисовывайте, сделайте схему, что, куда, откуда. Дайте ему такую, какую-то ключи, которые можно использовать для решения той или иной задачи. Потому что просто смотреть текст и понять, что там написано, а потом еще и функциональное чтение, задачи по математике,
Это очень сложно. Разбейте это на части, визуализируйте, обсуждайте. Может быть, у папы одно мнение, у мамы другое мнение. Задача может не получиться, и никто ее не сможет решить. И придется обращаться к учителю или к репетитору, но будьте все вовлечены. Но это не значит, что вы должны делать все за ребенка. Давайте договоримся, что все легкое, что ребенок может сам, он делает сам без вашего участия. Но он знает, договорите, поэтому нужны договоренности, что он знает, что вы всегда придете на помощь, если ему это надо, что он может к вам обратиться за помощью, и там не будет критики и предложений на тему, что «ну как же ты не помнишь, мы вчера об этом говорили». Да, не помнит, не должен помнить. Раз пришел спросить, помоги, повтори, потому что иногда приходится повторять больше, чем 10 раз, и значит придется, значит надо, значит это ребенку надо. Вы же знаете своего ребенка лучше любого взрослого. Вы знаете, что он любит, как он реагирует в той или иной ситуации. И если вы видите, что ребенок напряжен и в очень таком стрессовом состоянии из-за одного или другого упражнения, сделайте сразу паузу. Больше 30 минут не давайте ему сидеть за уроками. Обязательно потом движение, сходить на улицу, прогуляться на велосипеде, покататься, отвлечься, сделать перекус, поговорить, погулять с собакой. Быть может, даже разрешите ему сделать какие-то дела, которые он очень любит и скучал весь день, был в школе, и все его любимое осталось дома и ждет. Вот я еще хочу спросить, умеем ли мы, родители, правильно задавать вопросы о том, как прошел школьный день? Самый типичный вопрос, ну как в школе дела? Да. А как Хорошо. нужно спрашивать? Что делал? Кушать ходил? Да. Уроки делал? Да. Ой, у меня есть вам маленький секрет. Во-первых, никогда не спрашивайте, как дела в школе. Они обычно хорошо. Спросите, что он чувствовал. Какое было настроение, с кем он общался, какой был вкус еды. Такие вещи, которые бы были про ребенка, про то, как у него там внутри. А если вы хотите узнать, сделал ли он у вас домашнее задание, скажем, такой контрольный вопрос, и ребенок говорит «да, сделал», задайте сразу второй вопрос. Нет, скажите просто «покажи». И вот тут теперь дело за ребенком. Или он вам сразу покажет сделанную работу, или ему придется пойти ее все-таки сделать. Это вроде бы не контроль, просто хочется посмотреть. Будьте любознательны, будьте вовлечены в жизнь ребенка, знайте, что происходит в школе. Просто потому, что вы любите своего ребенка, и вам хочется вместе с ним проживать эти годы. Скоро он повзрослеет, и вы сможете меньше этим заниматься. А какое-то маленькое время, какие-то 9 лет, чуть-чуть, немножко, будьте у него рядом, будьте всегда на подхвате. А если не получается и сам не знаешь, можно использовать репетитор, спросить у учителя, покопаться в интернете и потом рассказать ребенку. А может быть, ребенок сам вам что-то расскажет, и вы поднимете ему самооценку тем, что он научил вас чему-то, чего вы не знаете. У меня, наверное, такой последний вопрос. Все, что вы описали, на самом деле требует больших физических, душевных сил от родителя. Как родителю все это выдержать? Да, мои хорошие, это самое важное. Вы не сможете помочь своему ребенку, если ваша чаша будет пуста. Ну, знаете, этот старый пример. В самолете сначала маску себе, а потом другому. Пожалуйста, отслеживайте свои чувства. Когда ты чувствуешь, что больше не можешь, то перед тем, как повысить голос, уйдите, займитесь собой, наберитесь сил и вернитесь, когда вы можете. Потому что без вас семья не справится, а вы должны за собой посмотреть сами. Помогите себе, будьте к себе добрее. Уроки выучатся все равно. У вас же сделан план,
и вы точно знаете, когда что делать. И не надо читать сразу всю книгу, можно разбить на 5-10 страниц. Кстати, не забудьте, что если вы учите слова по эстонскому, английскому или еще какому-нибудь языку, учите максимум 5 слов, не больше, можно даже меньше, потому что сейчас это считается нормой.